После проведенных подготовительных работ бронетранспортеры и боевые машины полностью готовы к показу широкой публике. Выставка трофейной техники откроется в рамках 3-го антифашистского форума в столице республики. Вот такое большое событие произойдет. Это открытие выставки трофейной техники НАТО. Дело в том, что по всей нашей стране постоянно действующая выставка всего лишь одна. На данный момент это парк «Патриот» в Москве. Якутск станет вторым городом, в котором открыта постоянно действующая выставка трофейной техники. Как подчеркнул директор «Россия. Моя история», получение таких ценных образцов постоянного экспонирования – большая редкость. Всего в Якутск прибыло 4 бронетранспорта и 1 боевая машина пехоты. Представлены образцы из Франции, Германии, Украины и США. Может быть, даже самый интересный образец вооружения, который привезли сюда к вам в Якутию, это американский боевая машина пехоты «Брэдли». Она снабжена комплексом динамической защиты, дополнительного бронирования, имеет достаточно хорошую автоматическую пушку и совершенную систему вооружения. Их было поставлено на Украину более 300 единиц, но тоже к настоящему моменту, 2025 году, к зиме, они практически все уже уничтожены. Трофейная техника прошла большой путь, чтобы попасть в музейный комплекс. Сначала транспорт доставили по железной дороге в Нижний Бестях, затем переправили через реку в Якутск, где перед экспозицией технику подготовили к показу. Вот это была достаточно большая сложность. Находили куски брони, куски болтов, к ним приваривались, потом обварили решеткой. И он так, поскольку он весь, так сказать, изнутри выгорел. Воплощение истории раскинулось в ряд на территории музейного комплекса «Россия. Моя история». Экспозиция будет открыта для посещения 4 ноября в 14:00. Анастасия Пуляева, Аэлита Махно, Якутск.